Здравствуйте! Вы смотрите вечернюю информационную программу «Амшившара». Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в нашей стране. И сегодня в выпуске. Дополнительные меры. Парламент Абхазии принял обращение к президенту в связи с распространением коронавирусной инфекции. По второму кругу. Можно ли заболеть коронавирусом повторно? Трагические последствия. 26 июля исполнилось 155 лет со дня начала Лыхнинского восстания 1866 года. В Народном собрании Абхазии состоялось внеочередное заседание сессии парламента. Депутаты рассмотрели два вопроса повестки дня, один из которых касался экстренных неотложных мер по предотвращению коронавирусной инфекции. Второй вопрос – это принятие обращения к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергоотрасли, носящим негативный характер для общества и государства, не набрал необходимого количества голосов. Эсма Гуланзе расскажет подробности. На внеочередной сессии парламента депутаты обсуждали два вопроса. Постановление об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и постановление об обращении к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. Эти вопросы, которые мы хотим вынести, они должны выноситься, потому что они очень актуальны сегодня, на сегодняшний день. Что касается ковида, что касается энергетики, мы ни от них никуда не можем деться. Если что-то отдельно мы, как депутаты, можем высказаться пока по поводу каждой из этих проблем, то я думаю, что мы не напрасно сегодня собрались. Группа депутатов предложила альтернативный проект постановления по антиковидным мерам. Озвучил его депутат Лаша Ашуба. Кроме того, он предложил принять обращение парламента к Совету Федерации и Государственной Думе Российской Федерации с просьбой оказать содействие в борьбе с COVID-19. Народное собрание парламента Республики Абхазия обращается к вам с просьбой оказать содействие в вакцинации населения Республики Абхазии вакцинами российского производства, командировании вахтовым методом квалифицированных медицинских специалистов учреждений здравоохранения Российской Федерации для помощи врачам Абхазии. Хотелось бы уточнить, что здесь речь идет не о военном госпитале, а речь идет о гражданских врачах, которые нам оказывали активно помощь в ковид-госпитале в Гудауте. Была такая практика. Третий пункт. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, включенных в протокол лечения новой коронавирусной инфекции. Это так называемые препараты, вернее, с названиями Артлеги, Актемра и так далее. И четвертый пункт. Командирование вахтовым методом специалистов по обслуживанию и ремонту компьютерных томографов и рентгенаппаратов. Депутат Валерий Агрба высказался против данного обращения. По его мнению, поднятые в нем вопросы в компетенции исполнительной власти. Все, что вопросы в 4 пункта, которые расписаны в проекте обращения к постановлениям к Федеральному собранию, как и нижней, так и верхней палаты, это вопрос сугубо непосредственно исполнительной ветви власти. Кроме того, Валерий Агрба предложил перенести каникулы парламента на март 2022 года в связи со сложной эпидситуацией. Однако депутаты отклонили данное предложение. Основная полемика развернулась вокруг вопроса, касающегося кризиса в энергетической отрасли. Депутат Батал Тапагуа выступил за то, чтобы голосовать за каждый вопрос повестки по отдельности. Вместо того, чтобы рассматривать вопрос здоровья, вы превращаете это в политику. Вариант В ответ спикер парламента Валерий Кварчи обвинил некоторых депутатов в том, что они намеренно срывают заседание. Я сделаю заявление, что некоторые депутаты планомерно в течение 4 лет срывают работу нашей сессии. Не дают нормально работать. 2-3 человека. Один человек, самый главный действующий лицо, это Батал Тапагуа. Я просто уже хватит это, слушай, хватит.
После бурных обсуждений депутаты все же приняли повестку и удалились на перерыв, чтобы составить общий проект постановления по антиковидным мерам. После перерыва уже доработанное постановление зачитал Алхаз Джинджолия. По мнению депутатов, действующие в стране антиковидные меры недостаточны, в связи с чем президенту и премьер-министру рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением обязательного масочного режима, запретить движение общественного транспорта без использования средств индивидуальной защиты, запретить проведение свадебных, культурных, спортивных, развлекательных и иных мероприятий, как в закрытых, так и на открытых площадках. Приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений. 11. Руководителям органов госуправления, государственных учреждений, организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых служебных обязанностей с сохранением заработной платы. Рекомендовать руководителям негосударственных организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Текст постановления об антиковидных мерах прокомментировал Валерий Агрба. Он высказал свои замечания по нескольким пунктам. Осуществить и по мере возможности ускорить необходимые мероприятия по закупке и доставке вакцин от коронавирусной инфекции. Во-первых, употребить в нашей ситуации термин «по возможности» неприемлем ни в каком виде. По моему мнению, нужно писать экстренно, в какой-то кратчайший срок. И не только вопросы вакцинации, а приобрести препараты, такие как Актемра или Альтрегия, которые сегодня важнее людей, уже которые заболели и которые умирают. Премьер-министру вторая часть. Обеспечить регулярное информирование о работе Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Кого информировать надо? Вот здесь пропущено. Парламент, население, кого? Как-то надо это тоже откорректировать. В итоге постановление об антиковидных мерах было принято. В него также будут включены предложения Валерия Агрба. Следующим вопросом депутаты рассмотрели обращение парламента к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетике. В проекте обозначены наиболее острые проблемы отрасли и представлен ряд рекомендаций. Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет президенту Республики Абхазия совместно с Кабинетом министров Республики Абхазия, уполномоченным центральным органом государственного управления в сфере энергетики в 10-дневный срок представить в Народное собрание парламента Республики Абхазия стратегию развития энергетической отрасли Республики Абхазия и оперативные меры по экстренному выходу из энергетического кризиса республики, в том числе методы снижения годового потребления электроэнергии на 500 миллионов киловатт-часов. Рекомендовать президенту Республики Абхазия до 1 августа 2021 года принять указ о запрете предоставления провайдерами интернет-ресурсов майнерами для добычи криптовалют. Постановление не набрало достаточного количества голосов. Не было принято и обращение парламента к Совету Федерации России и Госдуме. Это было последнее заседание весенней сессии парламента. После летних каникул народные избранники приступят к работе в сентябре. Эсма Гуланзе, Арина Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с мэром Сухума Бесланом Эшпа. Обсуждались результаты проведенных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на город 4 июля. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Мэр столицы доложил последние данные об ущербе, нанесенном стихией 4 июля и о проведенных работах по ликвидации последствий. Беслан Эшпа представил материалы по 104 частным домовладениям, а также 19 автомобилям, которые пострадали в результате урагана. По тем обращениям, которые были от наших жителей, а также работы наших домоуправлений, выявлено 104 частных домовладения, где пострадали крыши домов. Ранее мэр Сухума представил в Кабинет министров материалы по 20 многоквартирным домам, пострадавшим во время урагана. Материалы находятся в Апснаргалара. Администрация Сухума завершает ремонт по остальным 34 многоквартирным домам, пострадавшим во время стихии. А по той старой информации, которую мы передавали? Там у нас было 54 многоквартирных дома, из которых 34
Я вам докладывал, что, наверное, мы справимся сами. По 20 домовладениям мы передали, значит, в РУП Апснаргылара. В настоящий момент из 34 30 полностью завершены от малых работ до больших на 4 объектах. Значит, один там самый большой, 1200 метров, это Вардания 7. Ведутся в настоящий момент работы. Надеемся, что до конца недели мы выйдем на финишную. И, в принципе, со своего списка, который делала об администрации, я практически уверен, что до конца недели мы завершим. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что часть представленных администрацией города материалов будут переданы Апснаргылара для проведения расчета сметной стоимости работ. Другой частью будут заниматься специалисты администрации города. Материалы по частным домовладениям и другим объектам дополнительно передадим Апснаргылара, чтобы они посмотрели и сделали свои заключения. То, что касается поврежденных автомобилей, мы передаем соответствующую комиссию, они посмотрят и будут этот материал обрабатывать. И потом по итогам примем общее решение. Суммы, конечно, внушительные. Из проведенных экспертиз уже ясно, что только по многоквартирным домам в Сухуме ущерб от урагана оценивается в 40 миллионов рублей. Суммарно получается наши работы, которые мы городскими силами, порядка 8 миллионов рублей без малого. Значит, плюс 10 миллионов рублей то, что вышло уже из экспертизы, 18, что мы ожидаем. В итоге порядка 40 миллионов рублей без малого тоже обойдется нам только этот список. Без частных домовладений, без автомобилей, без детских садов и школ. Мадина Абганба, пресс-служба администрации города Сухум. Создано Пицунское отделение политической партии Амцехара. На его руководителем избран Дауд Ковы. Такое решение было принято на выездном заседании членов политсовета партии, состоявшемся в Пицунде. Дауд Ковы по образованию политолог, учился в Москве, проходил стажировку во Франции, Польше и других европейских странах. Пандемия коронавирусной инфекции бушует в мире второй год. Многие болеют коронавирусом повторно. Есть такие примеры и среди сотрудников абхазского телевидения. Причем, если в первый раз они перенесли болезнь легко, то сейчас им было намного сложнее. Репортаж Сарии Кварацхелия. В начале пандемии многие... Был такой генерал Толстой, он заявил, вы знаете, говорит, В начале пандемии многие надеялись, что переболеть коронавирусом можно лишь раз, но уже через несколько месяцев начали появляться новости о повторных заражениях. Причем сложность протекания заболевания у всех была разной. У некоторых в первый раз болезнь протекала тяжело, а во второй – бессимптомно или наоборот. Так визажист АГТРК Анжела Чантурия переболела коронавирусной инфекцией в декабре прошлого года, а в июне текущего заразилась еще раз. Первый раз у меня поражение легких было тоже сложно, но там 2 недели я переболела. А второй раз продлилось почти 2 месяца я в себя приходила. Второй раз, можно сказать, как бы сложнее перенесла. Первые 2-3 дня у меня были панические атаки. И как вы с ними боролись? Но я себя в руки взяла. Я понимала, что нужно как-то, в этой ситуации держаться. Потому что сын тоже, за ним надо тоже смотреть. Как-то вот так. Анжела с сыном лечились амбулаторно, но глава их семьи отяжелел. Он попал в Сухумскую инфекционную больницу с поражением легких более 70%. Весь красный был. Резкая температура поднялась, легкие стали болеть. И вот повезли его сразу. Когда уже показал этот тест, что у него положительно, мы повезли его сразу, уложили. И все. Потом в реанимацию сразу попал. Но у меня вкусовые качества потерялись. Антибиотики не принимали. Просто лекарства выписали, витамины, побольше воды. И вот так вот. Просто слабость была сильная, кости ломила и рвота была сильная. Сейчас тоже голова кружится иногда, слабость, когда что-то делаю, перегружаю себя, слабость очень сильная. Ведущая новостей Алиса Шамба тоже заболела повторно. Однако на этот раз перенесла болезнь легче. Алиса еще находится на самоизоляции, и поэтому мы связались с ней по телефону. У меня первые 4 дня была температура высокая, она хорошо сбивалась. Страшная потливость, слабость, она, конечно, до сих пор остается. Кашель.
Поражение легких, мне вот повезло, что поражение легких у меня было с одной стороны 5%, с другой 10%, то есть дальше не пошло, и антибиотики не понадобились. В первый раз, конечно, антибактериальная терапия была, мы делали уколы. Правда, было очень тяжело, потому что мне почему-то казалось, что я просто не выздоровлю. Мне хотелось плакать. Вот это ощущение того, что ты слабая, ты не можешь элементарно просто встать, приготовить что-то своим детям, да, и сделать какую-то небольшую уборку в доме, просто не хватало сил. По мне первый раз было гораздо тяжелее. Но супругу и детям было немножко тяжелее во второй раз. Моя близкая подруга заболела, которая, если у них первый раз очень легко все прошло, то второй раз им было гораздо тяжелее. Единственное, что я могу сказать, конечно, это коварная, непредсказуемая болезнь, которая может быть, если бывает, что в моменте стало хорошо, и ты начинаешь запускать, перестаешь пить лекарства, там под кондиционер, особенно это летом, что ни в коем случае нельзя делать. Другая наша коллега, корреспондент службы новостей Гугуца Вардания, уже неделю находится в Гудаутской ЦРБ. В красной зоне лежит ее мама. Так как Гугуца сама месяц назад переболела, ей позволили находиться в госпитале и ухаживать за мамой. «Взгляд изнутри». Так она назвала пост у себя на странице в Фейсбуке, где расписала, в каких условиях работают медики ковид-центра. Здесь катастрофически не хватает рук. Если есть кто-то из родственников, уже переболевших COVID-19, и они в состоянии помочь, или кто-то переносит эту болезнь в легкой форме, то очень важна их помощь и поддержка именно представителям старшего поколения, потому что они очень боятся, в их глазах страх, и они не знают, что будет завтра, что будет через час и что будет через минуту. Рук настолько не хватает, что вот иногда даже в палате, допустим, 3 лежачих или даже 4, им нужно что-то подать, что-то принести. И иногда вот переодеться даже им бывает сложно, потому что вот, допустим, после препарата Актемра нельзя несколько дней вставать, и делать ничего тоже нельзя. Рядом должен быть родной человек, и любая нагрузка – это очень плохо для организма. Как известно, посещение больных в ковид-отделениях запрещены, так как нахождение посторонних в так называемой грязной зоне увеличивает риск заражения. На данный момент статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией растет. Увеличивается и количество пациентов Гудаутского госпиталя. Учитывая загруженность медиков главного ковид-центра страны, у родственников тяжело больных пациентов, уже переболевших коронавирусной инфекцией, есть возможность находиться в больнице и оказывать своим родным элементарную помощь. В Гудаутской ЦРБ это уже практикуется. На сегодняшний день у нас, как правило, все койки снова заняты. Немножко, конечно, опять стало не хватать рук, но так в целом, в принципе, нам помогают родственники тех пациентов, которых мы относим к тяжелой категории. Вот. Почему они, в принципе, могут, зайти помогать нам? Потому что большинство из них уже переболели, и у них есть антитела. То есть у них есть какой-то кратковременный иммунитет. Но при всем при этом, конечно же, у нас и бывают пациенты, которые поступают к нам в стационарное лечение уже после того, как переболели коронавирусной инфекцией. Просто есть такой вот один момент, что даже если вы заболели, переболели, вирусом, это не говорит о том, что у вас однозначно будет иммунитет. Все зависит от количества иммуноглобулинов, антител. Если антител мало, то, следовательно, рецидив заболевания возможен с высокой вероятностью. Практика показывает, что не стоит расслабляться после первого заражения коронавирусной инфекцией, ведь, по словам специалистов, даже имеющийся иммунитет не всегда спасает от хитрого видоизменяющегося вируса. Сария Кварацхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 26 июля исполнилось 155 лет со дня начала Лыхнинского восстания 1866 года, одного из самых крупных восстаний второй половины 19 века в Российской империи и одного из крупнейших в истории Абхазии. В этот день возмутившимися абхазами были убиты начальник Сухумского военного отдела полковник Коньяр, чиновники Черепов, Измайлов, 4 офицера и 54 казака. Восстание стремительно распространилось от села Калдахуара до Цибильды, до
Байкала и Сухума. В нем приняли участие до 20 тысяч человек. По мнению историка Сослана Салакая, причиной восстания стали несколько факторов, среди которых упразднение Абхазского княжества в 1864 году, окончание Кавказской войны и попытка проведения крестьянской реформы царскими властями. В разгар этого восстания 29 июля общественный деятель, поэт, сын последнего владетельного князя Михаила Ширвашидзе Георгий Чачба был провозглашен владетельным князем Абхазии, после чего в Абхазию прибыли русские войска и восстание было подавлено. Многие оказались в тюрьмах, но самое трагическое последствие тех событий – это махаджирство. Был такой генерал Толстой, он заявил: вы знаете, говорит, восстание было в Лыхны, и мы относительно легко с ним справились, да? Хотя не без жертв и это. А вот представьте, что было бы, если бы восстание было в горах. Это было бы гораздо сложнее. Потому, говорит, на всякий случай надо заранее, да? Хотя они в восстании не участвовали, а некоторые даже участвовали в подавлении этого восстания, выслать всех жителей горных областей. И в результате, по всем районам Абхазии, в том числе особенно в горы, поехали люди, которые начали распространять всякие слухи, да, что вас тут ждет очень жесткие наказания, вот в Турции султан готов вас принять с распростертыми объятиями и так далее, и так далее. И в результате около 20 тысяч вынуждено было выехать. Как написали, вот из Пицунского округа, в Дзыбской Абхазии выселилось около 1000 человек, из Чемчирского около 4000, а вот Чебельдинский округ, да, нынешний вот Кудорское ущелье, Чебельда, вот этот районы, выселился весь, да, то есть 14, почти 15 тысяч. Вот такая, к сожалению, причем махаджирство приняло такие масштабы, что даже русские оказались не готовы, правительство. Она говорит, у нас неким заселить эту территорию, потом, к сожалению, те же самые люди поехали, уже не надо никуда ехать, вас простили, мол, никто вас больше никуда. И таким образом приостановили, но прежде чем приостановили, 20 тысяч человек, к сожалению, да, вынуждены были покинуть эту родину. И это стало, знаете, где-то примером его для последующего махаджирства. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко с днем рождения. Глава государства выразил ему искреннюю благодарность за участие в укреплении абхазо-российских отношений и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. В городе Очамчира силами республиканского унитарного предприятия «Абхазские железные дороги» ведутся работы по расчистке железнодорожных путей. Кроме того, часть ЖД полотна будет заменена. Всего планируется заменить 1800 метров железной дороги. Мы буквально неделю назад эту крупную работу капитального характера затеяли, потому что участок Очамчира, станция и морпорт Очамчира, участок такой, где мы все грузы получаемые, направляемые на Очамчиру, и также и уголь, который сегодня является основным, бюджетообразующим для железной дороги, который с России получаем и через морпорт уходит в другие страны. То есть этот ремонт капитальный был необходим уже давно. Уже многие года мы ведем эксплуатацию этого участка, но, к сожалению, были исходы, были и другие моменты. И на сегодняшний день, учитывая все эти моменты, мы затеяли здесь капитальный ремонт из старогодних материалов, и шпалы и рельсы, которые еще пригодны для эксплуатации. Полностью заменили скрепления, укладываем путь целиком 1800 метров, и дальнейшая засыпка щебня, доработка, рихтовка, выправка, и будет готово. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 27 июля, в Абхазии ожидается облачная погода. Ливневый дождь с грозой, временами переходящий в умеренный дождь. Местами возможен град. Температура воздуха ночью 18-23, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов.
На этом информационный выпуск Камшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.